Туман неопределенности, окутавший Туркмению после смерти Сапармурата Ниязова, понемногу рассеивается. Сегодня Народный совет, здесь это высший орган представительной власти, принял закон о президентских выборах. Его в Туркмении не было до сих пор, ведь Ниязов носил титул пожизненного главы государства. Еще Совет внес важнейшую поправку в Конституцию. Из нее исчезла фраза о том, что исполняющий обязанности президента не может сам баллотироваться в президенты. Это открыло путь наверх Гурбангулы Бердымухамедову. Именно он сейчас его президента и, как стало ясно в последние дни, главный фаворит выборов, назначенных Советом на 11 февраля. В списке для голосования будет 6 кандидатов. Их выбрали из 12 претендентов, которые по двое от каждой выдвинуты всеми провинциями страны. Бердымухамедов был единственным, кого утвердили сразу и единогласно. Андрей Черкасов следил за процедурой. Кто следующий? Вот он, главный вопрос, обсуждаемый сегодня в Туркмении. В Ашхабаде на специальное внеочередное заседание собрался Высший народный совет страны Халк Маслахаты. 2500 депутатов, руководители всех министерств и ведомств, члены парламента, главы районов и областей ищут достойную замену человека, от которого еще недавно в этой бывшей союзной республике зависело все. Он по-прежнему смотрит со сцены, вождь и учитель всех туркмен. И только траурная ленточка на портрете напоминает, в современной политической истории Туркменистана наступил новый этап. Как бы ни было сейчас тяжело, есть в государственной жизни дела, требующие незамедлительного рассмотрения. Мы обязаны быть сегодня как никогда собранными и ответственными, помнить о своем священном долге, верой и правдой служить Отечеству. Именно это завещал нам великий Сердар. Именно Народный совет республики определяет дату выборов президента и кандидатуры, выдвигаемой на высший пост страны. Проблем с датой выборов не возникло. Первоначальный вариант, день рождения покойного Сапармурата Ниязова, 19 февраля, не прошел. Совет назначил голосование на 11 февраля. Вместе с датой Совет принял закон о выборах президента страны, которого не существовало долгие годы. Проект документа подготовили еще в 2005-м, но при пожизненном президенте Ниязове обсуждать такой документ никто не решался. Главная интрига сегодняшнего заседания – изменения в Конституции. Статья 54 основного закона страны запрещает исполняющему обязанности президента участвовать в выборах. Но в том, что Конституцию перепишут, никто не сомневался. Вести заседание Совета было поручено как раз ИО президента Гурбангулы Бердымухамедову. Через несколько часов из Туркмении пришли сообщения о единогласном решении Совета внести изменения в Конституцию. Бердымухамедов будет руководить страной в ближайшие 60 дней, вплоть до выборов. Из новой редакции закона исчезла фраза о невозможности ИО президента баллотироваться на главный пост страны. В Туркмении идет сложный политический процесс, и он сегодня, может быть, и не завершится. Ясно одно, что Бердымухамедов выдвигается в качестве самого главного кандидата, и у него появляется возможность баллотироваться в качестве президента, и он же будет исполнять обязанности все это время. Однако мне кажется, что возможны еще и варианты, которые всенародных выборов не будет. Бердымухамедова уже называют возможным преемником Ниязова. Он родился 49 лет назад, по образованию врач-стоматолог. В окружении покойного президента с 97-го. Колоссальный срок, если учесть, что Туркмен-Баши менял чиновников каждые 2-3 года. Карьерный рост был стремительный, от ассистента кафедры стоматологии до министра здравоохранения, а затем заместителя премьер-министра страны. Выдвижение его кандидатуры, похоже, было дело решенным. Нужно только было набраться терпения. Весь день государственное телевидение Туркмении вело прямую трансляцию. Народный совет выдвигал разных депутатов, по 2 от каждой области. Голоса считали вручную. Одних принимали, других отвергали. Даже туркменская оппозиция решила поучаствовать, правда, заочно, из Киева, заявив, что подобрала хорошего кандидата Худайберды Аразова. Но когда под конец дня прозвучала фамилия ИО президента, все стало ясно. Его кандидатура вопросов не вызвала. До тех пор, пока Бердымухамедов не получил единогласное утверждение всех делегатов в качестве кандидата в президенты, ни один из выдвигавшихся кандидатов не смог набрать 2/3 необходимого для этого голосов. Но как только он получил единогласный вотум доверия, тут же оказалось, что еще 6 кандидатов от областей получили вот это конституционное большинство в 2/3. Выдвигая Бердымухамедова в президента, в зале вслух говорили, лучшей кандидатуры на этот пост нет. Подсчитывать голоса даже не пришлось. Против и воздержавшихся не было. Андрей Черкасов, Валерия Соколова, НТВ.